Сколько лет школе? 50 лет будет. Стадион, наверное, не ремонтировался с момента открытия школы. Не было, здесь был пустырь буквально. Ворота, это буквально вот было сделано в кратчайшие сроки. Я смотрю, по-моему, и качество хорошее, да? Ну, здесь газонное 5 покрытие сантиметров. толщиной 50 миллиметров, естественно, Да. качество намного лучше, чем проектом было 40 миллиметров заложено. До обеда, получается, занятия, проходят занятия физической культуры. После обеда эти объекты для наших учащихся, для занятий спортивных секций. И в вечернее время у нас рядом находится колледж технического сервиса, приходят студенты. Понятно, когда школьная программа, вопросов нет, да? Но люди же до работы хотят побегать, позаниматься. Балаларға біз айтамыз, берегите, это ваше. Всем дворовым детям я говорю, берегите, это ваше. Мен мында тұрып, мен мәзбін, қазір вот өте мәзбін. Бәрі бізге ашық. Мы пришли сюда, когда жить, здесь вообще ничего не было. Здесь был пустырь, парк страшный, здесь было все пусто. Вот с каждым днем я радуюсь, что наш микрорайон вообще красивый становится. За 2-3 года должны максимально все стадионы привести в порядок, чтобы открыть доступ для всех жителей. Қанша спортпен шұғылданғансың? Бізде 465 бала осы мектепшілік үйірме секцияларына қатысады. Бұрын мына жерде пустырь болады. Топырақ. Спорт мұғалім болып қанша жыл істейсіз? Мен 16 жыл істейміз. Еще в 70-х годах пришла комиссия из Алматы, я был деканом факультета в то время. Он говорит, воспитывайте учителей физической культуры, мастеров спорта. Он в этом оправдает ваше доверие. И у нас всего около 40 тренеров по конькам, биатлону и лыжным гонкам. Для бюджета, допустим, области, я считаю, что если какая-то надбавка будет там, даже каждый год купить ту же обувь зимнюю, то тоже одежду, и находиться 5 месяцев в году на снегу, 5 месяцев в году мерзнуть. От того, как физической культуры подберет ключ, да, зависит очень многое в дальнейшем. С точки зрения характера, стойкости, духа. А те, кто занимается спортом, достигает в спорте каких-то успехов, как правило, и в жизни потом достигает больших успехов. Надо думать, каким образом старые традиции, которые у нас есть, их укрепить, не нарушая эти традиции, сделать еще качественный рывок вперед. Я думаю, еще раз с вами встретимся, еще раз, когда уже с конкретными проработанными предложениями, и уже потом будем принимать решения. Жаңа бағдарлама бекіту керекпіз. Қажетті шаралар бар, соны қабылдауымыз керек.